Бисмиллах, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Доброй ночи, уважаемые подписчики, друзья, с которыми мы давно не виделись. Давно у нас не было прямых эфиров. И сегодня Сегодня я бы хотел провести эфир. Ва алейкум ассалам. Пока я никак не мог решить вопросы некоторые по поводу искал финансовую поддержку, но я смотрю, некоторые утырки совсем нюх потеряли, расслабились по полной программе. Меня слышно хорошо, все видно? Слышно, видно всем. Дайте знать, если меня слышно, видно. Если есть возможность, сообщите всем нашим, что у нас идет эфир. Слышно, видно. Ибраим, там напиши везде, где можно, что идет прямой эфир у нас. В Инстаграме, везде, где есть. Можешь сейчас заскринить, отправь везде, чтобы тот, кто сейчас смотрит, мог подключиться к нашему эфиру. Сегодняшний эфир мы посвятим, я объясню, конечно же, Садула, проблемы, братик, проблемы. Не мог никак позволить себе, но сейчас более или менее подтянулись, так сказать, постарался по сусекам и решил, для начала массера урбништал обалдуэль, да шудо анжуа плуэль, да югурб дел цмугш мяш дехил, عرفت دينا قابدو مارنش مسيرة قوبل дуэль, сунт марнш قوبل дуэль, дальше дикнах мадохил. Всех мусульман я поздравляю с Курбан Байрам. Дай Аллах, чтобы Всевышний Аллах принял от нас, от всех. И, как говорится, салам алейкум, башлам, сделал YouTube канал. YouTube канал у меня давно есть, он существует. И многие уже и подписаны, все, кто не подписан, подписывайтесь. Дай Аллах, чтобы у всех все на ваши дуа Всевышний Аллах ответил. За этот промежуток времени в количественном соотношении я просто уже устал считать. Много роликов, много карт всяких мне прислали. Сказали, а вот ты знал, а ты видел. Давайте начнем так. Что касается карт, якобы английских ученых, которые якобы нашли сейчас в скрытой тайной библиотеке Великобритании и выложили на всеобщее обозрение. Уважаемые друзья, уважаемые подписчики, все, кто подписан на мой YouTube канал, я хочу вас заверить и вам сказать, эта карта уже давно висит, даже на Авито, на продаже. Цветная версия, черно-белая версия. Ничего нового этого нету. Поэтому я не отвечал многим и не переживаю. Раз. Во-вторых, что касается этой карты,
переживать за эту карту я вообще никому не рекомендую. Дело в том, что Дзурдзуки, как написано на этой карте, прекрасно показывают локацию, где проживали все представители Нохчи обществ и Нохчи народа, включая и ингушей тоже. Вот. Поэтому ничего нового мы не увидели, ничего паникующего там нету. Эти карты, там якобы нужно разрешение получить, чтобы опубликовать, они продаются в свободном доступе. Тот, кто хочет, может спокойно ее купить. В электронной версии она продается, поэтому за это я не переживаю. Последние дни я так понял, что уже хвататься за другие термины устали и начали хвататься за дзурдзуки, название дзурдзуки. И все мне скидывают, что там про дзурдзуков, туда-сюда, мыли, не мыли. Я много по этой тематике дистанцировался, придерживался так называемого моратория, но, уважаемые мои братья и сестры, я много раз зачитывал. И сегодняшний день я посвящу непосредственно названию Дзурдзуки. Вот. Поэтому я имена Нохчиусу не называю, я говорю, ну да, эти ролики мне тоже скидывали. Эти карты у меня есть. Алейкум ассалам. Все у нас есть, уважаемые друзья. Просто-напросто у меня такая ситуация пока. Более близкие мне люди знают, в чем проблема. Я не мог выйти в эфир, потому что были и есть до сих пор пока небольшие проблемы. Материала по Дзурдзуку у нас достаточно. Дзурдзуки — древнейшее название Нохчи народа. У нас Тейп, Дзурдзхуай, у нас селение. На карте есть указано, Дзурдзук называется. Ничего нового, сверхъестественного никто не покажет. А то, что старый маразматик там начал вонять, по этому вопросу я тоже отвечу. Прислали много роликов и все остальное. Вы знаете, уважаемые друзья, эти карты, которые выдаются сегодня, якобы за сверхновых, сверхсовременных, ничего нового этом нету. Зайдите на наш паблик с 2018 года, вы найдете уйму просто-напросто карт про Дзурдзуков, уйма материалов. И сегодня, несмотря на это, я снова же постараюсь до вас довести. Зачитаю, не поленюсь до конца. Прошу прослушать сегодняшнюю лекцию по Дзурдзукам. Всем, кто может потом, если вы хотите сделать какой-либо ролик про Дзурдзуки, опираясь на основу этого материала, вы можете делать. От того, что сегодня у меня, грубо говоря, слабая финансовая поддержка, я не могу просто-напросто делать все, ролики, не ролики и все остальное. Вы должны меня понять. У меня один телефон, на котором я еще более или менее 2-3 раза, я вам говорил, сделал как бы батарейку, пытаюсь на нем все сделать. Поэтому, что касается только вот из-за этих проблем мы немножко притормозили. Я вас прошу прощения, то, что не смог чаще выходить. Но и вы меня поймите, когда мы сталкиваемся с проблемами, мы можем близким своим сообщить, там, друзьям, знакомым. А так мы не занимаемся, как говорится, ни попрошайничеством, ничем. Но плюс ко всему, очень много новостей за это время. Великолепные книги от наших братьев, представителей нашего народа, проживающие в соседнем регионе, даже точнее в Ингушетии, мне прислали книги, великолепные книги, касающиеся нашей истории, лингвистики, оружия нашего. То есть у нас пополнился архивный материал для работы в эфирах. Есть очень великолепный материал, который благодаря нашим некоторым братьям я нашел и
он особо важный для меня. Вот он, мы его подготовили. Я, точнее, его подготовил для вас. Но это как бы оставим, так сказать, посмаковать. Там очень много интересных моментов. Остальное, по мере возможности, вы можете задавать вопросы, я вам отвечу. Еще раз повторюсь, я всегда придерживался одного варианта, поскольку Дзурдзуки – это древнее название, и в то время отдельного народа, ни ингуши, ни там народа, ничего-либо не было, я этот термин использовал и говорил, что он относится всегда ко всем, включая кистинцам, бацбийцам, всем обществам, которые есть у нас, как говорится, относил ко всем. Но люди, видать, поняли, что материалы, карты указанные, очень много-много разных исторических материалов указано название, решили немножко одеяло притянуть за уши. Но мы тоже не спим, мы все это прекрасно видим. А что касается остальных моментов старого больного человека, я хочу вам сказать так, уважаемые друзья, касаемо нелепых выступлений и видеороликов, которые скидывали за все это время такое, что нужно отвечать, когда ты за целый народ оскорбляешь. Однозначно. Это раз. Во-вторых, что касается, опять же, мечети, якобы которые построил самые большие 4 мечети, красивые мечети. Это ложь, которая там, те материалы из его же материалов. И вот сегодня Адлан задонатил, Адлан, Аллах да саадуэл, Охдештина аяйтен донат, да духуахуэн. То, что прислали, материалы, которые есть, там говорится по его же материалам, по его же ссылкам, когда проходишься, там написано элементарно просто, что якобы выделил не больше, не меньше. Вот остальное все всем, кто до начала, я сейчас сообщу, просто очень много одновременно сумбурной информации, я не хочу его как бы закидывать. Видел я ролик Амада Вархо, как говорится, Хуереза. Что еще я хотел сказать до начала? Все желающие поддержать и помочь нашему каналу, вы знаете, мы существуем благодаря только вам. Вы увидите, те, кто проживает за границей, есть программа, которая во время эфира будет идти вверх, Donation Alert, кажется, называется. Можно задонатить через него. Остальные реквизиты Сбербанка, Тинькофф банка, вы и так знаете, кто донатил. Кто желает, конечно же, поддержать наш канал, может делать это дальше. Вопросы вы можете задавать, я обязательно отвечу на ваши вопросы. Плюс, надеюсь, уже в последующем остальные дни мы тоже более подробно разберем. Еще, что я хотел сказать. Все, кто сейчас в эфире, еще хочу сказать, пожалуйста, поделитесь. Можете сразу сделать скрин, закинуть там ваши инстаграм-группы, ватсап-группы, сторисы. И брат Умар, кажется, наш самашкинский брат, шаройский брат, точнее, происхождением оттуда задонатил. Аллах да асаадуэл, хаудеш урбан динушка, аятинил донат дал духуахва. Но начнем, чтобы как бы я просто на эмоциях, чтобы не вырвалось у меня. Я хочу, чтобы вы понимали, время от времени я буду останавливаться. И мы обязательно ссылки, материалы, откуда взяты, я обязательно в конце каждого параграфа зачитываю. Всем, кому интересно. История касаемого Дзурдзуки, поскольку в последнее время начали прямо называть свои там это остальное. Ну, узнаете. Начнем, уважаемые друзья.
Приглашайте во время эфира, это очень важно. Что касается наших братьев-адыгов, э, Адыга Вэй, так скажем, моим братьям есть очень сильная атака, вне всякого сомнения, идет и на черкесов, я не знаю, объединения появились, как говорится, от Шароевского брата, да. А, Так что их это тоже непосредственно касается. Мы как выступали в то время вместе с нашими братьями-черкесами, и сейчас адыгами тоже будем выступать и в качестве истории. И мы покажем вам моменты, в котором вы поймете, где ложь, где истина. Начнем. Бисмилля. Параграф называется «Чеченцы Дзурдзуки». Вплоть до конца XVIII века в грузинской письменности традиции навчийцев называли дзурдзуками или дзурдзуками. Это же название в различных огласовках присутствует и во средневековых арабских армянских сочинениях, в которых упоминаются предки современных чеченцев, нохчийцев и Галаев. В грузинских источниках этнонимы Дурдзуки впервые обнаруживается в так называемом мученичестве святого Георгия, святого Рипсиме и Гаяны, датируемый VII веком нашей эры. Оригинал этого произведения не сохранился. Оно известно лишь в арабском переводе IX века, в котором интересующий нас этноним передается в форме ДРЗКЕТ и приготовил епископов от этой святой Григорий, ставший католикосом всей Армении, и он рассылал их по всей армянской земле, и в Грузии, и в страну Дзурдзуки, и к Аланам, и к Аланам. На этом моменте я немножко остановлюсь. Вы знаете, мы уже на протяжении долгого времени говорим об том, что во времена Аланского царства дзурдзуки существовали на карте и они записаны отдельно. Только горно-лесистая часть, она записана как Дзурдзукетия, она идет отдельно от Алании. Поэтому мы предполагали и говорили, как раз таки есть гипотеза о том, что не вся часть, а именно горная Чечня не входила в состав Аланского царства. Этот вопрос мы обсуждаем непосредственно с нашими историками, профессорами и говорим, насколько это эта гипотеза имеет под собой основание. То, что горная Дзурдзукетия, которая не имела у себя ни феодалов, ни князей, не забывайте, в Аланском царстве были князья, были цари, то есть были рабы. В Дзурдзукетии этого не было, чтобы было понятно. Дальше. Продолжаем. Аланом. В собственно, в арабских сочинениях сообщение Хакиф Хамадани о том, что в стране Дзурдзуки находится множество крепостей, каждая из которых укрепленный замок. Название Дурдзуков появляется с X века. Грузинские исследователи Харадзе, Рабакидзе соотносили дзурдзуков исключительно с чеченцами. Такого же мнения придерживается известный ученый-кавказовед Крупнов. Давно было установлено, что в период Средневековья закавказским народом население Чечни было известно под именем Дурдзук в грузинских хрониках, Дуцук или Дурцук в армянских. Население Ингушетии под именем Глигвы. Грузинский ученый А.И. Шавхалашвили, я прошу, каждый термин запоминайте, ссылки я вам обязательно дам. А.И. Шавхалашвили констатирует то же самое. Он пишет, примечательно то обстоятельство, что дзурдзукети после вахушти встречается редко, однако часто встречаются кисты, глигвы.
В 17-18 веках к вышеуказанным этнонимам войнавских народов добавились Чечнети и Ингушети. Эти два географических названия, как отмечалось, заметьте, 17-18 веках. Старый больной маразматик утверждает, что упоминание Чачаны или Чачани, которые находятся обычно в плоскостной территории, что оно появилось только в начале 18 века. Мы публиковали многие материалы, что с конца 17 века это название есть, и оно не имеет ни к Сюлей, ни к Галай, никому никакого отношения. Имеется в виду, он пытается акцентировать это внимание, чтобы задеть. Но все по порядку, как говорится. Грузинский, сейчас. Это то же самое. Он пишет примечательно так. В 17-18 веках к вышеуказанным этнонимам войнавских народов Чечнети и Ингушети. Эти два географических названия, да, Ингушетия появилась более позже, кажется, начало 19 века. Эти два географических названия, как отмечалось, выражают тех же дзурдзуков и глигвов. Вместо дзурдзуков, кстати, насчет глигвов высказывался старейшина Хасу Хангашвили. Видео у всех есть, можете тоже использовать. Он прекрасно знает о названии глигвы. Посмотрите видео Хасу Хангашвили, она есть и у нас в ленте. Я его обязательно еще раз загружу. Очень интересно, познавательно. Хасу Хангашвили один из самых авторитетнейших кистов, которые проживают на территории Грузии в Панкийском ущелье. Вместо глигвов, вместо дзурдзуков употребляются чеченцы, а глигвов ингуши. Этот вопрос определен в научной литературе, и поэтому мы на нем не будем останавливаться. Грузинский ученый С.И. Макалатия также свидетельствует, что чеченцы в старинных грузинских источниках обозначались как дзурдзуки, а ингуши как глигвы. Профессор Ян Чеснов соотносит дзурдзуков к чеченцам. Он пишет, еще в XII веке чеченцы имели царские династии, родниться с которыми считалось почетными грузинским царям. Грузинским названием для чеченцев в то время было Дурдзуки-Дзурдзуки. Для того, кто не знает, Ян Чеснов является одним из авторитетнейших ученых на Кавказе, профессор. Если относительно древности этнонима Дзурдзуки и Дурдзуки закавказские арабские письменные источники не оставляют никаких сомнений, то соотнесение к столь же древним эпохам этнонима Глигвы вызывает недоумение, поскольку этот этноним ранее 16-17 столетий в письменных источниках не зафиксирован. Калканы, отождествляемые с галгаями, впервые упоминаются в русских источниках за 1589-1590 годах, а глегуды, отождествляемые с тем же этнонимом Галгай, впервые начинаются фигурировать в грузинских источниках в 1639 году, 16-17 века оба. М.А. Цахасашвили в этой связи отмечает, мы не можем согласиться с Е.И. Крупновым, который пишет, что впервые глигвы упоминаются в грузинских хрониках XI века. У Леонтия Мравелия об этом нет упоминания. Видимо, эта мысль основана на данных историка первой половины XVIII века Вахушти Багратиони, который первый среди грузинских историков, начиная с древнейших времен до XVIII века, упоминает глигвов в связи с событием XI века. Таким образом, выясняется, что Вахушти Багратиони переносит название глигвы в события, происходящие в древности, но в самих документах упоминания глигвы не обнаруживается. Что это обозначает? То, что использование названия Вахушти Багратиони глигвы переносит, но на документах нигде не упоминается этого и нету этому подтверждения, чтобы было понятно всем. Кстати, некоторые историки со ссылкой на географию Грузии Вахушти Багратиони утверждают, что этноним Дзурдзуки у этого автора относится исключительно к ингушам. И тут мы подходим к самому интересному моменту.
Это вы знаете, о чем идет речь. Это утверждение является или следствием невнимательного чтения названного источника, или сознательной подтасовки фактов, компиляции, подтасовки, изменения. Мы прекрасно последние 3 года знакомы с этими терминами, и кто их использует для чего, уже понятно. Подтасовкой фактов, потому что Вахушти Багратиони, описывая в географии Грузии горно-грузинские этнографические группы, соответствующие с чеченцами, совершенно определенно называет последних дзурдзуками. При этом необходимо отметить, что по свидетельству Вахушти Багратионы, нахчийцы, дзурдзуки и кисты оказываются коренными жителями и, собственно, Кахетии первой половины XVIII века. Всех любителей, кто хотел снять ролики и спрашивал материалы по Дзурдзукете, запоминайте фамилии, какие ученые, которых я назвал, и в конце я обязательно их повторю, на каких материалах. Все, что изложено в данном докладе, вы можете найти. В древнеармянских источниках название Дзурдзуки, Дурдзуки в форме Дурцук отмечено впервые в армянской географии VII века и идет в этом историческом источнике в одном ряду с такими нахчийскими этнонимами, как Двалы, Цанары, Цанарка, Кисты, Кусты, Туши и так далее. Теперь коснемся вопросов происхождения этнонима Дзурдзуки, Дурдзуки и его этимологии. Вопросы эти бесспорно представляют для нас не только лингвистический, но и исторический интерес. Крупнейший грузинский ученый, востоковед Меликашвили еще в 1959 году обратил внимание на сходство этнонима Дурдзук с названием древнейшего манейского города Дурдуки, Зурзуки. Впоследствии это сходство отмечали многие исследователи: Виноградов, Чакаев, Харадзе, Рабакидзе, Джамирзаев, Бабахян, Нунуев. Однако, отметив сходство этих названий, ни Меликашвили, ни другие названные ученые не сделали попыток обосновать это сходство на исторических и лингвистических материалах. Кроме того, до сих пор не предположена удовлетворительным этимология этнонима Дзурдзук и Дурдзук. Непонятно, что это название означает, почему нахчийцев назвали именно этим именем. Мы попытаемся дать ответы на некоторые из этих вопросов. Начнем с того, что происхождение общего родоначальника нахчийцев, Кавказа, возводится древним грузинским летописи к пророку Ною, алейхиссалам. В карт-лист Ховреба излагается такая родословная Кавказа. Прежде всего упомянем, что у армян, картлийцев, ранов и маваканов, эров, илеков, мигрелов и кавкасианов, у всех этих родов был единый отец по имени Таргамос. Сей Таргамос был сыном Таршиса, внуком Иофета, сына Ноева. Был тот Таргамос героем Таргамос был сыном Таршиса, внуком Иофета, но был Таргамос героем. По разделению языков, когда воздвигли башню Вавилонову, различались и рассеялись оттуда языки по всему свету. Пришел Таргамос со всем племенем своим и утвердился между двумя недоступными человеку горами, Араратом и Масисом, и было племя его велико и бесчисленно. Обзавелся он многодетным потомством, детьми и внуками, сыновей и дочерей своих, ибо жил он 600 лет, и не вмещались их земли Арарата и Масиса. Напомним еще раз одно важное обстоятельство. Приведенный отрывок из карт-лист Ховреба недвусмысленно показывает, что Арарат и Масис являются совершенно разными горами, отмечающие какие-то рубежи страны Таргамоса. В главе 13 мы уже касались вопросов локализации горы Арарат,
Арарарту, и выяснили, что это та самая гора, которая в Коране обозначена как Аль-Джудди, Джудди, Гудди, Гутти. Кроме того, обнаружилось, что гора Арарату не имела, как в этом ясно свидетельствует Леонтий Мравели, ничего общего с горой Масис, турецкая Агри-Даги, которая обычно называют Араратом. Древняя библейская гора Арарат, располагалась к югу от озера Ван, являлась той самой вершиной, которая в Коране названа горой Аль-Джудди, по-турецки Кудди-Даги. Напомним, что и гора Ницир, связанная в шумерских преданиях с потопом, оказывается тождественной к Арарату, Арарат и Арарарту. Так и горе Аль-Джудди. Все эти названия, как мы выяснили выше, представляли собой параллельное обозначение как страны Урарту, так и древнего географического синонима страны Нахичевань. Таким образом, страна Таргамаса, судя по географическим ориентирам, обозначенным в древнегрузинских источниках, действительно идентична древней стране Урарту. Но вернемся к генеалогии родоначальникам кавказских народов. Итак, мы видим, что этнарх Кавказ предоставлен в этой родословной правнукам Ноя и сыном Таргамаса, а нахчийцы, дзурдзуки, обозначены как самые знаменитые потомки Кавказа. Иными словами, Дзурдзук, сын Тирита, показан этническим восприемником Кавказа. Эта этническая преемственность между Кавказом и Дзурдзуком, между кавказианами и дзурдзуками, отчетливо прослеживается и у Вахушти Багратиони. Опираясь на данные древней грузинские летописи, Вахушти Багратиони потомками Кавказа называют также двалов, древнее население Южной Осетии. Южной Осетии. Это позволило грузинскому ученому Гамрикелли сделать следующее заключение. Следовательно, по Вахушти древнейшее население Двалети происходит от Ефетита, Кавказаса, является племенем южного происхождения, и генетически ближним им племенем являются дзурдзуки. Одновременно с этим Гамрикелли пишет о двалах, что они, будучи сначала обособленным иберо-кавказским племенем, ближе всего стояли к группе нахчийских племен. Причем под нахчийскими племенами следует разуметь не современный чечено-ингушский народ, а те этнические единицы иберо-кавказской природы, из которых позже сложились войнавской народности, выявляя нахчийский этнический облик древних и средневековых двалов, Гамрикелли, конечно же, опирается не только на Вахушти Багратиони, но и на множество иных доводов и фактов, которых мы здесь не будем воспроизводить. Проведя тщательный анализ средневековых закавказских письменных источниках, Гамрикелли так определил генетическое и историческое соотношение кавказян и дзурдзуков. Дзурдзук определенно и при всех его упоминаниях единообразно локализованный этноним между Дидоэти, Дагестаном на востоке, и ущельем реки Терек на западе, Кавказиане. Не столь определенно и единообразно локализованный этноним, он локализовался иногда в верховьях ущелья Арагви, иногда в ущельях Терека, иногда и западнее. Поэтому нельзя считать их синонимами. Учитывая всю совокупность свидетельств о кавказианах и дзурдзуках, правильнее представить их взаимоотношения как целого и части. При этом кавказиане являются более широким понятием, а дзурдзуки понятием самой значительной части этого целого кавказиане. Это дает нам основание заключать, что под этноним кавказианин разумелась именно группа чеченцев, нахчийцев, ингушских и других родственных им обществ. Напомним,
что в Кхартле Стховреба при описании деяний второго царя Грузии Саурмага дзурзуки названы половиной рода кавказианов, а дословно в этом источнике упоминается, что Саурмаг привел с собой всех дурзуков, половину рода кавказиана. Некоторых из них сделал родовитыми, остальных посадил Тиулети от Дидуэти до Эгриси, которая есть Суанети, и овладел он всеми ими роднею матерью своей надежно. Можно выявить и других потомков Кавказа, имеющих определение нахчийский этнический облик. Речь идет о жителях Чарталети, потомками которых, очевидно, являются представители чеченского тейпа Чартуай. Летописец Леонтий Мравелли прямо называет жителей Чарталети кавказианами. Тут возникает вопрос, многие, которые спрашивают у нас про тейп Чартуай. Вот мы видим прямые ссылки, и думаю, это очень важно для представителей тейпа Чартуай. Бяхмабилаш, бисмилля. Летописец Леонтий Мравелли прямо называет жителей Чарталети кавказианами, то есть сообществом нахчийского этнического облика. Если же мы обратимся к летописи Картли, источнику относимому специалистами к XI веку, то выясняется, что Чартуай, жители области Чарталети, тождественны нахчийцам, цанарам. Это средневековый источник свидетельствует, что во время нашествия Буги Аль-Кабира на Закавказье в 853 году этот полководец взял у жителей Чарталети в заложники 300 человек. То есть это еще раз показывает о чем? Что мало того, что не только всего народа, даже один тейп Чартуай, который является частью чеченского нохчи народа, является одним из древних тейпов чеченского народа. Однако в той же летописи Картли далее сообщается, что горцами, которые, обрекая этих своих заложников на смерть, сразились громадным войском Буги Аль-Кабира и разгромили его, были цанары, гордобанцы, по названию столицы Цанарети, Гордобана. Впрочем, жители Чарталети могли быть всего лишь важным субэтническим компонентом в составе цанаров, или наоборот, цанары являлись частью чарталийцев, Чартуай. Последнее следует из данных, приводимых Меликашвили. Первоначально Чартал, по-видимому, являлся более широким понятием и включал в себя всю Кахетию. Добавим, что в арабских средневековых источниках вся Кахетию называли по имени санаров, что делает это название Кахетии, Цанарети и Чарталети в географическом, этническом смысле тождественными. Значимость цанаров, чартлийцев, Чартуай в древней средневековой истории Закавказья емко обозначает армянский историк Мкр Тумян, А.Г. Мкр Тумян. Тоже главенствующее положение цанар мы видим в период арабского владычества. Жители Санарии, то есть Кахетии, и сами цанары являлись грозой арабских властей. Цанары объединили все недовольные халифатом племена, в которых присоединились северокавказские племена, и не дали покоя завоевателям. Территория Санарии, то есть Кахетии, Эрети, фактически была очищена от арабов, и среди народов Закавказья цанары одними из первых объявили независимость. Именно в это время и появился Тавар Григол 786-827 года, вставший во главе нового феодального объединения Кахетинского княжества. Усилившемуся Григолу удалось к началу IX века захватить часть Картлей в долине реки Арагвы. Как мы видим, цанары, отождествляемые в летописи Картли с жителями Чарталети, то есть чеченцами общества Чартуай, не только были жителями Кахетии, но и выдвинуты из своей среды правящую династию Кахетинского княжества, в будущем царства. Отметим, Чартуаг Махайтлаша, Чартуша, княжеский род Дагубош, Ецелруац.
Отметим, что Цанаров считал чеченцами и известный английский востоковед, простите, чеченским известный английский востоковед В.М. Минорский. К тому же мнению склонялись российские ученые Новосельцев, Пашуто, Черепнин. Таким образом, потомками Кавказа были не только дзурдзуки, но и некоторые другие древние средневековые навчийские народы Закавказья, в том числе цанары, сыгравшие громадную роль в истории этого региона. Но мы вернемся к этой теме в других работах, а пока продолжим исторический лингвистический анализ названия Дзурдзуки, для чего нам придется углубиться в эпоху Урартского и Ассирийских царств, а также коснуться истории их противостояния. Я сейчас немного дам вам передохнуть, чтобы вы могли, как говорится, задать пару вопросов. Я заодно тоже, чтобы более понятно доходил материал до вас. Надеюсь, вы сейчас можете... что читает Башлам, есть то, что читает Башлам, есть в Телеграм. В Телеграм есть или нет, не знаю. То, что материалы вы имеете в виду. Материалы мы публиковали все понемножку. Этот материал, в принципе, есть у всех, кто наблюдает за моими эфирами. Мы это зачитывали. Но сейчас более подробно для наших нарнийских утырков мы обязательно, чтобы до них дошло, они прослеживают, они смотрят. Алейкум ассалам. Я думаю, что в конце я обязательно перечислю вам ученых, материалы, которые мы использовали для этого. Вот. Ну, давайте, раз вам интересно, мы продолжим. Здесь осталось буквально недолго, и потом уже ответим на ваши вопросы. В 719 году до нашей эры ассирийская армия под предводительством царя Саргона II совершила военный поход, итоги которого имеют непосредственное отношение к расследуемой нами проблемы. Вот как объясняет мотивы этого похода сам Саргон II. В 3-м году моего правления укрепленные города Шуан-Дахуль и Дурдукка задумали мятеж против Иранзу, манейского царя, их владыки, влачившего мое ярмо, и положились на Митатти Закирского. Митатти Закирский оказал им помощь, дав им своих воинов-всадников. Многочисленные войска освободилось. Отвлекся и потерял. Владыки Ермо, всадников. Многочисленное войско бога Ашура я ополчил и выступил в поход на завоевание этих городов. Сильными осадными орудиями я прибыл их укрепленные стены и сравнял их с землей. Людей с их имуществом я полонил. Эти города я разрушил, снес и сжег в огне. Людей городов Сакку, Бала и Абитикна, которые посоветовали дурной совет, ведущий к исторжению их корня, и вступил в соглашение с Русой Урартским. Из-за совершенного ими греха я переселил их с их места в западную страну Хатти. Мятеж перечисленных в аналах Саргона II манейских городов вспыхнул, как это видно из текста, под влиянием проурартски настроенных сил. Жители города Сукку, Балла и Абитикна, подстрекавшими к восстанию, были переселены в западную страну Хатти, или, если цитировать буквально, в страну Хатти, страны Амурру. Термин Амурру может обозначать как в узком смысле Сирию, так и в общем Запад. Под страной Хатти ассирийские тексты той эпохи, страну Хатти цитируют буквально Сирию, так вообще и в общем Запад. Под страной Хатти ассирийские тексты
той эпохи понимает обычно Сирию, Финикию, Палестину, а также всю Малую Азию, Анатолию. В узком смысле страны Хатти это Хуритское царство Каркамиш. При- примечательно, примечательно с 6-7. Жители Сукку, Баллы и Абитекны были, скорее всего, переселены в Малую Азию, где Ассирия в ту пору проявляла большую военную активность. В 717 году Саргон II разгромил страну Мушков, Фригию и царство Каркамиш в Малой Азии. В любом случае ясно, что захваченные в манейских городах население было депортировано ассирийцами куда-то в западном направлении. О жителях Шуандахуля и Дурдуки указывают, что их с их имуществом полонили, то есть захватили для последующего переселения. Следовательно, жители этих двух городов-крепостей не были уничтожены или обращены в рабство. Ассирийцы никогда не стеснялись в сочных красках описывать зверства, которые они творили над приговоренными к уничтожению жителям захваченных территорий. Не смущались они отмечать и факты обращения в рабство. Но куда были угнаны взятые в плен жители Дурдукки, мы можем предполагать, что они разделили участь жителей других захваченных ассирийцами манейских городов, то есть были переселены на запад, в Малую Азию. У ассирийцев было обычно, обычай переселять захваченные населения в противоположную ассирийской державы, тогда как манны находились в противоположном восточном направлении, в окрестностях озера Урмии, современный Иран. Для более детального уточнения этого вопроса постараемся выяснить судьбу захваченного ассирийцами в период 719 по 712 года до нашей эры населения. Именно эти 7 лет непрерывных походов отмечены в аналах Сарагона II. Итак, в 719 году захвачено 5 манейских городов. Шуандахуль, Дурдукка, Сукку, Балла и Абитикна. Их название угнано на запад в Малую Азию. В 717 году до нашей эры поход в Фригию в царство Керкемиш. Захваченное население, как указывается в аналах Саргона II, угнано в Сирию, в Дамаск. В 716 годах до нашей эры второй поход в Манну. Ассирийская армия захватила правителя области Аллабрия, который вместе с семьей было куда-то переселено, куда не уточняется. 715 год до нашей эры. Урарский царь Руса I вводит на территорию Манны свою армию и занимает гарнизоны 22 крепостей. Ассирийцы ограничиваются пограничными стычками, в итоге которых в их руки попадает 4200 мирных жителей, которых угоняют в западном направлении. Вялость ассирийских манийских событиях объясняется тем, что в тот момент их основные военные силы были задействованы в походах на Мидию, Палестину и Киликию. В 714 году до нашей эры, собрав все свои войска, Саргон II вторгается в Манну и Урарту и хвастливо отмечает, что захватил 260 человек царского рода. Судьба этих людей неизвестна. 713 год до нашей эры. Четвертый поход в Манну, без упоминания захваченных людей. В том же году ассирийцы нападают на царство Табал, в то же самое, что страна Мушка, Фригия. Здесь отмечается факт заселения царства Табал людьми, захваченными ассирийцами. В предыдущих походах преимущественно в Манне. 712 год до нашей эры. Поход Саргона II в Малую Азию на страну города Мелид, Тархуназии. Царь Мелида бежит из захваченной ассирийцами столицы в город Тилгарима. И Саргон II отмечает: «Я накрыл этот город Тилгрима, как туча. Тархунази, их царя, вместе с его воинами я бросил в железные цепи, а его жену, его сыновей, его дочерей вместе с 5000 пленными воинами я привел в мой город Ашур. Город Тилгрима заново я заселил и вел в него людей стран, завоеванных моими руками». Следовательно, город Тилгрима
освобожденный от своих коренных обитателей, был заново заселен населением, захваченным ассирийцами в предыдущих походах. Логично допустить, что раз Астигрил Гримма Ашур было уведено 5000 одних только воинов, не считая жителей, то для повторного заселения этого города потребовалось сопоставимое количество пленников. Посмотрим, откуда могли быть приведены эти пленники. Ассирийцы всегда с дотошной скрупулезностью перечисляют в своих аналах захваченную добычу, не пропуская ни одного медного гвоздя, ни одной овцы, ни одного ребенка. Поэтому у нас нет оснований подозревать их в сокрытии фактов захвата и переселения каких-то крупных контингентов людей. Пленники, чья численность была достаточна для заселения крупного города, были захвачены лишь в походах 719, 17, 15 годов до нашей эры. Но пленники похода 717 года до нашей отпадают, так как аналы Саргона показывают, что их угнали в Сирию и поселили в Дамаске. Остаются жители Шуандахуля, Дурдука, Сукка, Бала, Абикетена, поход 19-го. И то есть 4200 человек, которые были захвачены во время похода 15 года. В обычных случаях перед ними жители Манны, манийцы и только манийские пленники обладали численностью достаточной для заселения и опустошения ассирийских городов Тилгрима. Таким образом, мы нашли единственное реальное объяснение судьбы, интересующее нас жителей дурдукийцев. Ими были в 712 году до нашей эры заселен малазийский город Тилгарима, освобожденный перед этим от исконных жителей. Теперь появляется необходимость ответить на важный вопрос. Кем были эти в этническом отношении жители Дурдуки? Не будем забывать, что через 1000 лет после отмеченных нами событий название этого города многим ученым стало связываться с предками чеченцев, дзурдзуками. Прежде всего, ясно одно, раз Дурдукка был укрепленным городом Манны, то жители этого города были этническими манийцами. Следовательно, определив этническую принадлежность манийцев, мы автоматически определяем этническую принадлежность жителей Дурдуки, дурдукийцев. Все необходимые сведения на этот счет содержатся в объемном труде Востоковеда Алиева «История Мидии», ознакомление с которым показывает, что древнейшие жители Манны, Матиены, будущей Мидии, были хуритами и урартийцами. Ну, хуриты, урартийцы вы уже знаете, да, к кому относятся. Хуритам, урартийцами, Кутии. Г.А. Меликашвили отмечает, что Манна входила в обширный круг территорий, обозначавших в ассирийских источниках как страна Наири, и более того, Манийского царства в продолжение 9-8 веков до нашей эры, представляемое самое значительное политическое объединение после Урарту среди стран Наири. А начале с конца 8 века, когда Урарту значительно ослабла, Манна, по-видимому, становится самой значительной силой области Наири. Следует уточнить, что начиная с 9 века до нашей эры название Наири в ассирийских текстах постепенно становится синонимом названия Урарту. Сами урартийцы также называли свою страну Наири в текстах, составленных в ассирийском языке. Эти данные показывают не только полиэтническую, но и этническую близость жителей Манны, Матиены к урартийцам. Для дальнейших сопоставлений вспоминаем снова родословную Кавказа, отмеченную в Кхартлист Ховреба: Ной, Яфет, Таршис, Таргамос, Кавказ. Поставим вопрос, кто такой Таргамос, отец Кавказа? Этот Таргамос упоминается в Библии, в так называемой таблице народов, являясь, как и в грузинских летописях, внуком Яфета. И тут всплывает один очень любопытный факт. Названием Тогарма в Библии обозначался город, который в ассирийских письменных источниках носил уже известное нам название Тилгримма.
Этот же город упоминается и в хетских источниках под названием Тегарму. Причем есть все основания считать, что Тегарму и вся его округа уже в середине второго тысячелетия до нашего эры подпали под власть хуритов, о чем свидетельствует в том числе и этимология названия этого города. На уральском Тагрини, Тараги означает могущественный, мощный, могучий. И это понятие вместе с тем могло означать крепость, укрепленный город. Мы видим две независимые цепочки данных, которые связывают друг с другом. В первом случае легендарного первопредка нахчийцев Дурдзука с Таргамасом. И во втором случае жителей манейского города Дурдуки, Зурзуки с малазийским городом Тагармой, в который они, как отмечалось выше, были переселены ассирийцами. Здесь редкий случай, когда реальная история с высокой точностью подтверждает этногенетическую легенду. Уважаемые мои друзья, этот материал показывает очень много интересного. Для простых подписчиков, возможно, это не столь значимо, не столь заметно. Но для исследовательских работ, для истории, даже для тех же любителей снимать роликов, при постановке красивых картинок ассирийских, непосредственно хуритских и остальных, это можно преподнести и показать в таком профессиональном облике, что думаю, что профессиональные ученые, исследователи могут и подтвердить эту гипотезу, и заинтересоваться, и в дальнейшем разобраться. А теперь я хочу, чтобы вы послушали, какие ученые, вот весь этот материал, который я вам зачитал, какие ученые работали и с каких материалов он составлен. Первая ссылка. Виноградов, Чакаев. Древнее свидетельство названия размещения нахчийских племен. Второе. Крещение армян, грузин, абхазов, аланов святым Георгием. Мар. Третье. Харадзе, Рабакидзе. К вопросу о нахчийской этномике. Четвертый. Крупнов. Средневековая Ингушетия. Пятое. Шавахашвили. Грузино-чеченские взаимоотношения. Шестое. Макалетия. Хевсуретия. История этнографический очерк. Седьмое. Чеснов Ян. Быть чеченцем. Личность идентификация. Восьмой. Волкова. Этнонимы племенное название Северного Кавказа. Девятое. Цихасашвили. Десятое. Вахушти Багратионе. 11. Армянская география 7 века. Текст перевод присовокуплением карт и объяснительным примечаний издал Патканов, типография Императорской академии наук, 1877. Меликашвили, история Древней Грузии. Джамирзаев, с этимологией слова дзурдзукы. Бабахян, к вопросу о некоторых пранахских топонимов. Нуноев, века. Кстати, эта книга у нас есть. Сайд Хамзат Нуноев. Мравели Леонтий. Жизнь картлийских царей. Гамрикелли. Двалы двалетия. Летопись Картлей. 19. Джоан Ширьяни. Жизнь Вахтанга Гарсала. 20. Мкрутмян. К вопросу о образовании феодального княжества Кахетии. 21. Минорский. 22. Новосельцев. 23. Бакаев. Забытая война. 24. Дьяконов. 25. Алиев. 26. Меликашвили. 27. Меликашвили. Разные книги. Некоторые вопросы истории Манейского царства Меликашвили. 27. Меликашвили. Наири Урарту. Другая книга. Герни Хетты. Книга называется. Меликашвили. Урарские клинообразные надписи. 30. Гамриклидзе. Иванов Вячеслав. Индоевропейский язык. 30 ссылок. Абсолютно. Кроме двух чеченцев, остальные все перечисленные являются именитыми учеными как советского периода, так и царской России.
Я надеюсь, что, смотрите, там дальнейшее я оставлю на следующее, просто не хочу, чтобы все здесь. Следующее мы будем этимология названия дзурзук идти, и оно, сейчас я вам скажу, 4, 5, 6, 7, 7 страниц, 7 страниц. Просто сейчас я, чтобы не было 7 страниц только еще по этноним дзурзук. И коротко от других ученых дзурзукский период. Я его зачитывал, еще раз сейчас хочу зачитать. Считается установленным факт идентичности названия чеченцев с термином дзурдзуки, дурдзукой. Походы скифов через Кавказ в Преднюю Азию в VII веке до нашей эры связаны с этим становлением этнической карты Северного Кавказа. Главным моментом, которого некоторые авторы считают появлением здесь и выступление в историческую арену предков современных нахчийских народов, дзурдзуков, дагестанских леков. С указанием времени предков чеченцев грузинские источники называют дзурдзуками. В этой связи уместно вспомнить союз чарталинцев и дзурдзуков против выступающих на картлийский престол Мирвана III до нашей эры, 3-2 века до нашей эры. Попытки картлийских царей подчинить себе силой горцев приводили к конфликтам. Начиная с 9 по 11 века источники чаще всего называют чеченцев дзурдзуками. Этот термин хорошо знает Леонтий Мравелли в начале 9 века. По его сообщению, в 9-3 веках до нашей эры дзурдзуки представляют четко очерчиваемую территориальную общность этническим одновременным населением. Мар пишет о том, что Иваны поднялся на гору Хады, перешел гребень и переступил далее на гору Пхойцев и Дидойцев. И с одной стороны у него оказались Дзурдзукия, государство написано Дзурдзукия, а с другой Дидоэти и Пхойцы. Подчеркивая роль дзурдзуков на Кавказе на определенном историческом этапе. В источниках встречается упоминание о том, что над сыновьями Кавказа был владыка Дурдзук, сын Тирита. Дзурдзук же, что был самым знаменитым среди сынов Кавказа, ушел с расположения и расположился в горное теснение, которое дал имя свое Дзурдзукети. Речь идет о доминирующей роли одного этноса среди остальных родственных племен на определенном историческом этапе. В данном случае особо следует подчеркнуть родственные отношения картвельских и нахчийских племен в историческом прошлом. Без учета этого фактора этническая карта Древнего Кавказа будет неполноценной. Доказательством родства этнонимов Дзурдзуки, Дзандкуай и также топониму Дзурдзукети и Дзандака, Дзандак-Ария нами уже констатировано в специальной научной работе и в 3 главе данного исследования. Вместе с тем, наряду с отмеченными этнонимами, касающимися нахчийских племен, в письменных источниках встречаются иные названия нахчийских племен: Цупанец, Оу, Софена и другие. Туски, Туши, от чеченского слова центр, Двалы, Туалы и так далее. Резюмируя вышеуказанное, считаем необходимым обратить особое внимание на эпохальную последовательность упоминания нахчийских племен в письменных источниках с 3 по 1 тысячелетие до нашей эры. Кто же это подтверждает? И этот материал, опять же, указывая, что это именно чеченские в основном названия: доктор исторических наук Меликашвили, доктор исторических наук академик Георгадзе, доктор исторических наук, член корреспонденции Академии наук Грузии Пицхалаури, доктор исторических наук Гасвиани, доктор филологических наук Чарелашвили, доктор исторических наук, член корреспонденции Российской Академии наук Аратюнов, доктор исторических наук Тар Петросян, доктор исторических наук Чешко, доктор исторических наук Джамирзаев С.М. Я думаю, это те, кто дал рецензию, то есть полностью одобрил данный материал научной работы. Что касается работы, что касается того, что
Можно языком чесать, можно выставлять картой, сочиняя, придобавляя, расширяя, показывая их с разных фронтов, на разной локации, в разных исторических пабликах или не только исторических пабликах, но истина остается истиной. История, она важна тем, что ее нужно доказывать. От того, что кто-то поехал, показал. Да, кстати, эта карта. Сейчас, подождите, уважаемые друзья, я вам сейчас покажу. Я надеюсь, она на этой карте. Так. Так. Ну ладно, да ладно. Чё? Больше всего меня это, конечно, поразило. Я со смеху чуть не упал. Уважаемые мои друзья, эта карта, как последние 3 года висит на Авито. То есть простой, любой желающий может. Посмотрите, вот эта карта. Видите, вот здесь написано, видите, Дзурдзуки. Эта часть Дзурдзуки выходит, вот она, Каспийское море. Вот, начиная от Терека и заканчивая чуть ли не до Дербента, находится Дзурдзуки. Прикаспийское, Прикаспийское. То есть, да, эта территория от реки Терека до Дербента зафиксирована с границей, граничит с Грузией, находится Дзурдзукетия. Какое к этому отношение имеют? Кстати, чтобы, если вы думаете, что я показывал вам другую карту, посмотрите. Вот он, мне его прислали. Вот. Некий Султыгов. Если вы думаете, другая карта, нет, это та же самая карта. Вот она черно-белая. Вот она написана. Дзурдзуки. Вот, видите? Вот Каспийское море. Это тоже самая карта. Одна и та же карта. И она висит на Авито без всякого разрешения, там, просить у короля Елизаветы II разрешение, чтобы ее публиковать. Ее публикуют все. Она есть везде. Кто хочет, может найти. Чему удивляться, чему там, что показывать, я не знаю. Я тем, кто мне это скинул, говорю. Понимаете? Ну зачем обманывать людей? Зачем говорить там все остальное, материалы, которые приобщать или говорить? Я понимаю, что старый маразматик пытается как-то заработать, как-то что-то сделать. Это вполне, я могу понять это. А иначе никак не объяснить резкий наезд на наших братьев-черкесов, адыгов, где этот болтун говорит, что за кусок железа якобы адыгские князья прислуживали несуществующему в то время вообще э, обществом, не знаю, всему остальному. Ну да ладно, это, как говорится, другое. Я думаю, что у адыгов есть свой и материал, и они предоставят его достаточно. Как говорится, за кусок железа, говорят, нанимали князей, чтобы охраняли простых людей. Вот так вот, уважаемые друзья, по Дзурдзукете мы не закончили. Ибраим, я надеюсь, тебе материал про Дзурдзукете достаточно. Ты можешь взять этот видео, которое я зачитывал. Сейчас то, что я зачитывал. Обрезать его после того, как я закончил зачитку. Можешь наложить его спокойно на любой ряд видео. Взять хуритские, ассирийские, урарские видеоматериалы. Наложить его. Если хочешь, сам возьми этот материал. Полностью зачитай. Покажи, потом скажи, чьи это работы, откуда это взято и где оно есть. Материала вот столько. Понимаете? Поэтому мы умеем разоблачать, мы умеем и раздолбить можем любого. Аж сама говоришь. Просто это не из-за того, что я там расслабился или что-то. Ну, интересно, я же всегда говорил, у нас интересное только еще впереди. Очень много интересного. И по картам,
и по многим другим материалам. Вот. А так, задавайте вопросы, не обязательно по истории. Все, что у вас накопилось за это время, можете спросить, можете говорить. Я готов ответить. Я надеюсь, эти 70 минут вам было интересно. Плохо. Сецбац. Работа идет, работа прослеживается. Все больше и больше, все нового и нового интересных материалов. Вот. Вот материал, который я вам показывал, это а, журнал «Москвитянин», номера 19 и 20 за 1851 год. Вот. И там есть, я вам прочитаю, такое небольшое как бы. Пределами Чечни, взято вместе с принадлежащим к ним обществом, служит на севере река Терек от Липовского поста вниз по течению до впадения в него Сунжи, немного далее к Амир-Аджиюртовскому укреплению. На востоке владение кумыков до крепости Внезапной, потом река Акташа или Камбулат, отделяющая ее от лезгинского племени Салатау на юге. Кряж Дагестанских гор, известных под названием, послушайте дальше, дагестанских, там идет дагестанских кряж, дагестанских гор, дальше идет горы какие, послушайте, которые на границе с Дагестаном, известных под названием Нахчилам, Тансутагам и другие разъединяющими Чечню от лезгинских обществ Гумбет, андийцы, от лезгинских обществ Гумбета и андийцы. Там дальше Анкраталь и так далее. И земля хевсуров на западе, и земли ингушей племени Цори, Галгай, Цори, Галгай, Галаш и Карабулак, естественного же предела между Чечней с этими последними двумя племенами не определено. Одни считают границу реку Ассу, другие Фортангу, далее река Сунжа и так далее и тому подобное. Так что очень много интересного. Много интересного, много интересного. Но мы не будем выдирать из контекста, будем зачитывать так, как есть. Вот. Задавайте вопросы, что вам интересно, что бы хотели узнать. Если хотите просто пообщаться, задавайте. Задавайте вопросы, говорите, спрашивайте. Ой, кичдук жапда. Короче, я так понял, зашла одна сирена, и после сирены все уже с ума здесь ходят. Сирена, не уходи. Сирена, оставайся. Приведи еще с собой 10 сирен, и у нас в эфире будет не 53 человека, а 530 человек. Я реально говорю, не уходи, не оставайся. Я рад только. Башлам, когда проект Дель Поццо воевал за Нохчи земли? За Нохчи земли воевал, я не знаю, я не могу сказать. Те, кто считал себя и тогда, и современные последние две войны, считал себя частью Нохчи народа, он приезжал и помогал нам, вне всякого сомнения. Вот. Конечно, не весь народ, конечно, даже не половина, но помогал. Поэтому сирена от души, не теряйся. Кавказ, ну там же говорится об этом. Начиная до нашей эры упоминается. Кажется, у древних греков упоминается еще Кавказ. Тебалый Цискан Ашкал, Андрей Минов.
اشكال بوتربات وينس بيلغوتر يشتكوا يلا чами بيلят дып или бук юқид عليها саттана. Я в отпуске до 25 числа. Красавчик ты, капитальный красавчик. Цицкиш да дуй, цицкиш цасум берзлаю. Я говорю Кавказскую войну. Какую именно Кавказскую войну? Ты про какую говоришь? Со времен шейха Мансура ты говоришь? Или Кавказскую войну имама Шамиля говоришь? Какая? Кавказская война, понятие растяжимое. На Кавказе войны были почти что всегда. У нас они проявляются со времен Петра Первого. Вот сейчас, конечно, некоторые кумыки тоже, наши соседи, начали чисто переделывать под себя. Раньше было, что против Петра воевали совместно Нохчи и Гунки, а теперь они начали уже под себя подминать, что только они якобы воевали. Хотя, благо, документы сохранились, мы знаем, все прекрасно. Başlam ve Dagestana xillat nastsada ordu al khiyatyon. İnşallah şahadek dikrin khirdo. Diyeb diyeş dah dikrin khirdoşun inşallah. Дикрин khirdoşun özre. Верить нужно в лучшее, в хорошее. Дерез хил, Ибраим, дерез хил, дал сидуэла. Амин. Аллах дал боготу волю. Походу у всех вопросы закончились, да? Во время эфира мне прислали здесь сообщение. Сообщение. По материалу. Ага. Послушайте, этот материал, там есть ссылки. Этот материал я из пальца не высосал. Это председатель республики, там, кем он там был, главным Дагестана, Даниалов. И это не от себятина. Я вам скинул ссылку, я вам показал, где есть, что есть, как есть. А там уже сами читайте, проверяйте, смотрите. Я же скинул 2 листа текста. Вот. Это не последний материал по тем именно сюли, которые противостояли возвращению чеченского народа. Не только это, иншаллах, я еще обязательно, есть еще материалы. Благодаря эти материалы, там, в общем, 3-4 материала, эти материалы опубликовали наши братья-кумыки. У них они сохранились, у нас они не сохранились, но я довожу до вашего сведения, можете посмотреть. Башлам, как можно определить карту, оригинал или фейк? Очень просто, Нохчиусу. Надо найти, во-первых, с автором эту карту. Во-первых, год посмотреть. Узнать автора этой карты, был ли он на этой территории или нет. Откуда он взял эту карту. Имеется
имеется в виду, со слов кого-то взял он или нет, можно определить. Оригинал этой карты посмотреть. По оригиналу карты, допустим, последний оригинал или фейк, вы видели, да? Он закинул, что в 1927 июля 1924 года эта карта якобы является регионом Ингушетии. Я не против, я поздравляю их, там 10 лет просуществовала эта автономная республика до объединения, после ее объединились с Чечней. Я не против был бы этой карты. Но дело в том, что Верхний Малгобекский, Сунжинский, ныне которые оставили Сунжинский район, нижняя часть Галанчожского района, в 1924 на этой карте вообще нету. То есть они взяли от себя просто-напросто нарисовали карту, написали дату и закинули. Закидывают везде, правда, неправда, закидывают, да, там наш праздник, да, вот я Аберкю, я не против, празднуйте свой праздник, я за то, что у вас отдельно. Все правильно, все отлично, но не включайте туда чеченские земли. Они включили. Я взял оригинал карты, я взял фейковую карту. Указал, карта фейк, не соответствует действительности. Такой карты нету вообще. Понимаете? И таких карт можно очень много найти. Вы просто удивитесь, сколько их много. Насколько их много. Оказывается, до нас их очень многие разоблачали, еще разоблачали. Вот эта карта, где зеленые они описывают карту, а оказывается, везде закидывающая карта, это тоже фейк. Разоблачил, самое интересное, разоблачил их Осетин. Цацаров или Цицаев, у него фамилия. Он является автором этой карты. Они ее поменяли, само собой, включили часть земель, которая в то время не входила в состав, и сделали ее, якобы, это карта Ингушетии. Опять же, включая туда чеченские земли, опять же, включая туда другие. Поэтому на картах есть нумерация, есть даты, есть типография, все есть на картах. Просто по краям пройдешь, ты видел или нет, я не знаю. Я всегда показываю, где века, кем она издана. То есть не именно Чечню, где указываю, я показываю вверх, какой век указывается, автор кто, какое государство. Мы же показываем в основном карты зарубежные. В основном зарубежные. Есть очень интересные новые грузинские карты. Они очень даже интересны. Башлам. Лекнурир, Пещер, Чуаха, Нерт, Айна, Олар, Джимуш, и Нерч, и сказки персонажей. Да, их называют, это персонажи сказочные. Вообще нартами называли Нерчсон. У нас есть еще, так сказать, в старину всегда нартами называли именно тех людей, которые стояли вот полоса черных гор, Арцхуай Олвайцара. Они почему говорят, что это мы? Обычно называли воинов, у которых были большие дакидома, что ж. А эти черные горы были от Галашек, от Галашки и до самого Ауховска, за Ауховцами. Вот эта вся гряда черных гор, которые являлись местом дислокации, размещения воинов. Да, Мухаммад Симаз, у меня есть этот документ, я его тоже зачитаю, опубликую. У меня есть этот документ, я просто не всегда все успеваю делать. Опубликуем обязательно, не переживайте, все опубликуем, ничего не оставим. Опять же, кто здесь? Микоян, Ворошилов, Маленков, Брежнев, Беляев. Это, кажется, как раз-таки чеченцев, ингушей. Зачитать, говорит, в эфире. Ну, давайте зачитаем в эфире. Открытый архив «История в документах». Давайте я зачитаю, а потом опубликую у себя в этом, на странице. Комиссия по поручению Президиума ЦК с участием руководителей Грозненской области, Дагестанской, Северо-Осетинской ССР и представителей чеченцев и ингушей рассмотрела вопрос о территории Чечено-Ингушской ССР. Бывшая Чечено-Ингушская ССР занимала территорию в 15,7
тысяч квадратных километров, на которой проживало 697 тысяч человек, из них 368 тысяч чеченцев и 84 тысячи ингушей. После упразднения республики в марте 1944 года все чечено-ингушское население было выселено в Казахстан и Киргизию. Из 24 районов республики, 8 полностью и 4 частично отошли к Грозненской области, 6 районов Дагестану, 5 Северной Осетии, 1 полностью и 4 частично Грузии. В районы, вошедшие в Грозненскую область, было переселено из РСФСР, Украины и Молдавии 78 тысяч человек. На территорию, отшедшую Дагестанской ССР, переселились из высокогорных районов. Переселилось, не переселили насильственно здесь пишется, а переселилось из высокогорных районов республики 46 тысяч горцев. В районы, включая в состав Северо-Осетинской ССР, переселилось 55 тысяч человек, в том числе 26 тысяч осетин из высокогорных населенных пунктов Юго-Осетинской автономной области и 15 тысяч осетин из Северо-Осетинской САССР. Территория, вошедшая в Грузинскую АСР, осталась незаселенной. В настоящее время в бывших чечено-ингушских районах имеется 20 МТС, 123 колхоза, 11 совхозов с посевной площадью 350,9 тысяч гектаров. Поголовье крупнорогатого скота более 160 тысяч и овец 509 тысяч голов. Промышленно занято 34,7 тысяч человек. Годовой объем валовой продукции промышленности предприятий за 1955 год составлял 4208 миллионов рублей. При изучении положения чеченцев и ингушей в Казахстане и Киргизии работниками аппарата ЦК КПСС рассматривался вопрос о возможности образования чечено-ингушского национального объединения на территории их нынешнего проживания. Однако чеченцы и ингуши отнеслись к этой крайне отрицательно. ЦК КПСС и на заседании комиссии группы коммунистов, чеченцев и ингушей просили учесть интересы их народа и образовать автономную республику на прежнем месте, в ранее существовавших границах, так как их население ни на какую другую территорию не едет. А представление автономии в любом другом месте будет, по их мнению, не полной реабилитацией этих национальностей. По вопросу о том, что их бывшие районы заселены, чеченцы и ингуши заявляют, что выселять никого не нужно. Они будут дружно жить и работать вместе с проживающим там населением. О массовом стремлении чеченцев и ингушей к выезду на прежнее место жительства свидетельствует их самовольное возвращение в районы бывшей Чечено-Ингушской АСР, куда вернулось уже более 11 тысяч человек. Секретари обкомов партии и представители облисполком области Северного Кавказа высказывали мнение, что предоставление автономии чечено-ингушскому народу в каких-либо другом районе страны вряд ли будут реальны. Поэтому за основу территории восстанавливаемой Чечено-Ингушской АСР они считают возможным принять прежние районы этой республики. Но ввиду их заселения вносят различные предложения о границах Чечено-Ингушской АСР. Секретарь Дагестанского обкома КПСС Даниалов просит взамен Чечено-Ингушских районов передать Дагестану часть территории бывшего Кизлярского округа, имея в виду недостаток, послушайте, для всех тех, кто у нас есть норнийцы, да, некоторые, которые утверждают, что Кизлярский и все эта часть всегда была их. Послушайте, для вас это официальный документ. Секретарь Дагестанской обл. КПСС товарищ Даниалов просит взамен чеченских районов передать Дагестану часть территории бывшего Кизлярского округа, имея в виду недостаток земельных угодий в республике и большие трудности с расселением горцев, которые, по его мнению, уйдут из чеченских районов. Секретарь Осетинского обкома КПСС Агкацев
высказался против возвращения Чечено-Ингушской ССР районов, переданных Северной Осетинской ССР, мотивируя тем, что эти районы заселены главным образом осетинами и возвращать назад их было бы нецелесообразно. Секретарь Грозненского обкома КПСС Яковлев считает расселение чеченцев и ингушей им следует отдать прежнюю территорию, а также часть районов Грозненской области, которая ранее не входила в Чечено-Ингушскую АССР. Учитывая все эти обстоятельства, вносим следующее предложение. Первое. Восстановить Чечено-Ингушскую АССР в основном в прежних границах, передав ей районы, отшедшие в 1944 году Грозненской области, Дагестанской ССР, Северо-Осетинской ССР и Грузинской ССР, за исключением пригородного района Северо-Осетинской ССР. Пригородный район вплотную примыкает к Орджоникидзе и играет большую роль в обеспечении населения города продуктами сельского хозяйства. Территория района составляет 694 квадратных километра. Население 33 тысячи человек, в том числе осетин 23,5 тысячи. Имеется 4 колхоза с посевной площадью 13,3 тысяч гектаров, одна МТС, несколько предприятий пищевой перерабатывающей промышленности, в которых занято 1200 рабочих мест. Дополнительное размещение трудоустройства населения в этом районе сопряжено с большими трудностями. В связи с тем, что территория, передаваемая Чечено-Ингушской ССР, в основном заселена и на ней не представляется возможным расселить, трудоустроить всех прибывших населения, считаем необходимым также включить в состав Чечено-Ингушской ССР притеречные районы Грозненской области, Наурский, Шилговской и Карагалинский. Территория указанных районов составляет 5000 квадратных километров, население 49,2 тысяч человек. Имеется 2 колхоза, 5 МТС, 21 колхоз с посевной площадью 60 тысяч гектаров, 16 тысяч голов крупного рогатого скота, 225 тысяч овец. В этих районах есть возможность для развития животноводства, садоводства и виноградарства, строительства новых совхозов, предприятий пищевой промышленности, что позволит в течение ближайших 3-4 лет расселить, трудоустроить значительную часть чеченцев и ингушей. Второе. Упразднить Грозненскую область, передав оставшиеся районы этой области Крайновский, Кизлярский, Тарумовский, Карнагайский и город Кизляр Дагестанской АССР, Ачелукский, Каясулакский, Ставропольскому краю. Районы, передаваемые Дагестану, занимают территорию 14,8 тысяч квадратных километров с населением 93,4 тысяч человек. Имеется 3 совхоза, 7 МТС, 49 колхозов посевной площадью 72 тысячи гектаров, 21 тысяча голов крупного рогатого скота, 276 тысяч овец. Включая этих районов в состав Дагестанской ССР, позволит решить проблему переселения горцев в плоскостные районы, поднять экономику малоземельных колхозов, лучше позволить использовать кизлярские пастбища, закрепленные за дагестанскими колхозами. Ачелукский и Каясуликский районы до 1944 года входили в Ставропольский край. Территория их составляния 5000 квадратных километров и так далее. Так, передача этих районов Ставропольскому краю обеспечит более успешное их использование. И документ. Микоян, Ворошилов, Маленков, Брежнев, Беляев. 22 декабря 1956 года. Что-то я не вижу, чтобы здесь Гайрбеков где-то был, чтобы кто-нибудь там кому-то передавал земли. Где эти великие историки, Д'Артаньяны, со своими шпагами, ну или что-то подобие шпаг, которые высказывали, что якобы на заседании сидел Гайрбеков, отдавал землю и так далее и тому подобное. Здесь прекрасно показывают, что очень хорошую землю, большую часть земли отхватил Даниялов за счет возвращения чеченцев, что не захотел вернуть осетинский председатель по пригородному району. Ну, думаю, что остальные были, кто бы там ни был, были за. Вот так все происходило, и хотя мы много раз это зачитывали, хотя мы много раз это публиковали,
Да-да-да-да, Новчусо. Поэтому, ну, что вам еще нужно? Я уже, честно сказать, я их публикую, и показываю, как говорится, все-все, но каждый верит, каждый толдычит. Они реально, реально они думают, что если они будут все больше и больше повторять и говорить эту ложь, что реально люди поверят в это. Но, к сожалению, или к радости, люди начинают читать, люди начинают интересоваться. По крайней мере, спрашивать у тех людей, кто реально знает что-то по истории. Понимаете? А то, что ты сидишь и балаболишь, тебе за это капают деньги, за то, что ты там говоришь на соседей что-то плохое, ну, извините, если бы тогда я думаю, что это, извините, уже не история, это уже какой-то бизнес. Вот. Я честно скажу вам, мне предлагали такую деятельность. Предлагали. И оплачивали бы, если бы я занимался бы этим. Но я не занимаюсь. Мне интересна моя история. Благо, разоблачать людей достаточно. Люди, которые 3 года упрекали, что мы половина сюлей, что имам Шамиль там наших там женщин якобы там замуж брал там, и что вы боялись не выдать за имама Шамиля своих жен. Вот такими упрекали нас имамом Шамилем, все его, как говорится, поливали его грязью. Сейчас резко, через 3 года переобулись, начали ездить, получать там, я не знаю, медали, не медали, писать поэзии, прозы про него. Странно, конечно. Однако мы, которые якобы так сильно там ненавистны ко всему, что касается имама Шамиля, открыли в чеченском селении Кенхи мечеть имени третьего имама, третьего имама Дагестана, точнее будет имама Чечни и Дагестана, имама Шамиля, мечеть за свои деньги построили в чеченском селении в Шаройском районе. Вот. А мы все равно плохие. И некоторые норнийцы, объединившись с другими норнийцами, пишут, что это якобы аварский стиль в аварском стиле. Это не аварский стиль. Еще раз, я ничего против аварцев не имею. Это наши соседи. К нормальным аварцам, братья мусульмане, все от души. А те, кто проживают в домах ауховцев, мы никогда не перестанем говорить, пока не вернут исконные дома и земли ауховцев, которые проживали там на протяжении, сколько бы они жили, 1000 лет живут они, или 100, или 500 лет, без разницы. О них мы будем говорить и говорили. Это несправедливое отношение к своим соседям и к братьям-мусульманам. И этот поступок в любом случае останется позорной вехой для этих людей. Вот. Так вот, нету никакого стиля. Я об этом публиковал тоже. И селение это Каинхи. Чисто чеченское селение. От названия Белая речка Каинхи. Ни Кванхи, ни Сяопуньсяо, ни Ямамото Кутанай. Да, у нас проживают много разных национальностей на территории Чечни. Они граждане Чеченской Республики. Вот, но чужих территорий мы не захватывали и ни чужого не брали. Шаройский район это прекрасно, это наша маленькая Швейцария. Вот. Как Галанчужский район и Тумкалинский это как наши Альпы. Но что я хочу сказать, что кто бы что бы ни говорил, собака лает, караван идет. Мы строим, строим, возрождаем. Мы настраиваем хорошие дружеские отношения. Поэтому мы, само собой, и своих, и чужих, кто бы ни был здесь. Великолепная мечеть имени нашего первого, не нашего вообще, первого имама Кавказа, шейха Мансура у Шармы, вот, из Алдов. У Шурма Эльстаншхоевский построена в честь него великолепная мечеть. Целый район города Грозного переименован в честь него. Своих героев мы знаем национально. Байсангур Биноевский в честь него район и так далее и тому подобное. В дальнейшем
Я опубликую еще одну новость скоро. Новые селения возрождаются, переименовываются и возрождаются чеченские, именно все тюркоязычные, иноязычные, какие-то несуществовавшие названия будут упразднены и даны свои исторические названия каждому чеченскому селению. Иншаллах. История возрождается, регион возрождается, все делается ради своего народа. Надо быть терпеливыми. Москва не сразу строилась. Вот. Поэтому сегодня можно говорить одно, завтра можно другое, переобуваться. Это мы делать не собираемся. Нохчи прекрасно знают свою историю. Вот. А что касается балаболок старых, которые переделывают карты, переделывают там, говорят, что это сделали, то сделали. Ну, каждого можно и опровергнуть, и показать, где есть правда, где есть ложь. Документы, благо, есть на это. Задавайте вопросы, будем отвечать, будем печатать. Много-много чего еще есть. Есть вопросы? Так никогда и не отказывались, кто вам сказал? От Ауховского района никогда мы не перестанем говорить. Ауховский район – это наши братья, это часть наших. Как думаешь, какова была вероятность создания Республики Ингуш, если бы Чечня не объявила о создании независимого государства? Ты о каком говоришь конкретно времени? Ты говоришь о 90-х годах? Не знаю, маловероятно. Я считаю, что это вообще вполне возможно, что этого бы не было. Тому пример Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Им же не позволили разделиться, правильно? Не позволили. Живут до сих пор вместе. Вот. Что касается того же Дагестана, сколько там, почти 40 народностей, но название национальных автономных районов не дают. Башлам, они говорят, что мы придумали бы. Придумали или что сделали, я не понял, Байсангура Биноевского? Байсангур Биноевский, легенда чеченского народа, достойный сын, реальная историческая личность. Просто зависть, ненависть, презрение только из-за того, что они просто не могут себе представить или показать кого-либо, кто мог бы хотя бы маломальски себя сравнить с ним. Башлам, до прихода русских на Кавказ, докуда у нас была граница в той стране. Башлам, там про грузин интересная инфо. Грузины не были переселены в село, переданы из бывшего ЧССР, грузинская там все. Я понял, о чем ты говоришь. Они говорят, что не заселили, да. Говорят, есть такое дело. Согласен. Я же это зачитал тоже. Абсолютно верно. Что касается пределы, ну, пределы, честно скажу, выход на Каспийское море был однозначно. Но максимально, если сказать, думаю, что от земель адыгов и до Каспийского моря с выходом на Каспийское море было однозначно. Это вот этот перешейк, вот этот ареал проживания. До Ермолова, Петра Первого, до самого Каспийского моря выход было. При помощи Петра Первого и уже дальше уже Ермоловым чеченцы были потихоньку выдворены в сторону, непосредственно загнаны земли. Ауховцы, 1000000% в этом уверен, что ауховцы, Акташ аух, Ярексу аух, вот до этой верхней части, Калина, Улейна, от этой местности до самого Каспийского моря проживали и ауховцы, и остальные нохчи. Их загнали просто в это ущелье, уже в пределах вот этого маленького всего нынешнего Ауховского района, жали их настолько сильно.
Вот. Ну, при помощи Ермолова и ему подобных. Что касается вот рассказа Султан Мута и всего остального, конечно же, очень много непонятного в этом, не имеющих никаких доказательств, честно сказать. Они говорят, что есть какие-то арабские источники, но вот я вам скажу, что карты, касаемые чеченцев, до 16 века, проживающие, которые проживали до Дербента, я думал, что эта карта фейк. Ну, все утверждали, что это фейк. На той карте, которая книга СССР, вы знаете, я наткнулся уже на 4 карты. Одно, одна карта может быть фейком. Но когда есть уже 4 карты, без разницы, название дзурдзуки там, или чеченцы там, или разницы нету. Вот тут уже начинает возникать сомнение. Так является ли эта карта фейком или не является эта карта фейком? Тут уже нужно задуматься. Карты, вы знаете, ни одна из этих карт не является чеченской картой. Ни одна. Будь то грузинская, армянская. Вот эта карта, которая утверждает английского непосредственно, где-то секретные материалы из английской библиотеки. Эта карта написана англичанином. Год там написан, если я не ошибаюсь, 1530. И там, это, кстати, это фактически то же самое время, что и на книге Академии наук СССР 1953 года. Как там точно так же указано, что до Дербента проживают чеченцы, дзурдзуки, только там написано. И она английская версия, и там написано, что там проживали дзурдзуки. Опять же, это чеченцы проплатили англичанам в 16 веке, чтобы эту карту нарисовать. Я знаю, что сегодня пытаются написать, что это вот якобы, что это дзурдзуки это были там ингушами, но это не так, конечно же, не так. Дело в том, что буквально в 1800 году, если это было бы даже так, я еще раз повторюсь, общее количество ингушей там до 9 тысяч не доходило. Но не могут 9 тысяч человек занимать пространство от Черкесии до Дербента, и эти земли невозможно просто-напросто, физически невозможно с учетом густо заселенного Кавказа, никогда такого не было. Они сегодня, даже с сегодняшним количеством, они не могут контролировать такую территорию. Сегодняшняя территория, то, что есть, даже ингуши, они не могут. Они говорят, что их сегодня 500 тысяч. Даже 500 тысяч не могут полностью, грубо говоря, эту территорию контролировать. Я знаю, я знаю. И еще раз я вам говорю, я не противник. Если раз уж говорить о дзурдзуках, вот. Здесь и этот англичанин под дзурдзуками тоже подразумевает, вполне возможно, что он взял у грузинских источников, а грузины дзурдзуков непосредственно считают, мы видим и по данным считают навчиться. Да, факт то, что в то время не было осетин вообще, ингушей вообще, они были частью чеченского народа. Это говорил не только я, это говорил их, как его там, Абадиев, Идрис, и все это знают. Вот. Это все знают, мы были одним единым народом. Что касается Глигвы, то, что он отвечает Вахушти Багратионе, так Глигва упоминается как одно из обществ, не больше. УАСТ. Исаак Адзоев Народного фронта Ингушетии 90, который был главным организатором событий в пригородном районе, не пострадал. Интересно, чем он свою последующую жизнь. Я не знаю УАСТ. Я не могу судить и не знаю, чем он там мотивирует. Я знаю, у меня есть видео из выступления 92 года, где он грозно выступает. Я вам покажу ее, где он говорит и благодарит пламенной речи своих братьев-чеченцев, что они собрались в Грозном, столице у своего брата. И есть выступление 2018 года, где он, несмотря на свой
преклонный возраст, показывает на карте, несуществующую карту делает и говорит, что это вот якобы у них незаконно отторгли земли в горной части. Хотя он прекрасно знает, что последние 150 лет эта часть земли никогда не принадлежала им. Я не знаю. Я очень радуюсь, что наши старейшины такие вещи не делают. Очень радуюсь этому. И интеллигенция, в принципе, тоже. Но остается таким, как, грубо говоря, мне показывать это все. Почему? Потому что, ну, если мы не будем опровергать ложь, то кто будет ее опровергать? Люди реально верят, они закинули эту карту. Когда я сделал опровержение, что это ложь, это фейковая карта, назло мне на второй день они сделали у этого Муцольгова, или как его, этого правозащитника, сделал там. Назло мне сделали еще несколько человек именно эту карту. И снизу люди пишут, это священное время, Гурбан Бухт был Марвани, что люди пишут, вот какая наша была земля, иншаллах, мы землю вернем. Они баламутят людей, они берут огромный грех на себя. Она не была их, понимаете? Не была. 8 селений, огромную часть оставили им, по-братски оставили. И Евкуров это прекрасно знает. Ну куда к этим священным дням? Зачем эту ложь распространять? Карты есть, все карты есть. 24-го, 26-го, 29-го, 34-го года. У меня есть эти все карты. Есть 1860 года. Просто какие-то границы, определив, взяли, нарисовали, включая Владикавказ, сделали Филькину грамоту. Ну зачем? Людей зачем баламутить? Что я работаю с... Везри, уважаемые мои братья, этот Ахмад и кто угодно, вы можете приехать ко мне. Я живу в простой квартире. Я гражданин. Я своей республики. Работаю я с Рамзаном, с другим. Тогда зачем мне нужно было бы донаты, не донаты, все остальное? Я блогер. Я иногда там, здесь подрабатываю. Все, кто там живет в Чеченской республике на разных... Ну, вот сейчас я хочу заняться, вот сейчас ищу новое какое-то место. Я взаимодействую со всеми, работаю со всеми. Если я работаю с Рамзаном, если бы я работал с Рамзаном, как говорит там, с нашим главой, я бы не постеснялся этого. Если они работают с Гуцериевым, если они работают с Калиматовым, если они работают с кем угодно, я любые, не знаю, какие у них еще миллионеры есть, Аушев, Озязиков, с кем угодно, пускай работают. Я разве против? Но кто мне предоставляет информацию? Вы все знаете, вы мне дарите эти книги, вы даете мне эти материалы. Остальное, включай голову, читай, опровергай, ложь показывай. Проблема моя. Зачем мне для этого нужен там Рамзан? Они занимаются своими делами, я занимаюсь своим делом. Я вообще говорю, даже Амон пускай проверит. Ничего такого нету, я не пытаюсь оправдываться перед ними. Что? Это, да, все нормально, сай, джип хокш. Сайхан стечкин вален, сай дикш даже агош, валари. Тогда бы еще можно было бы. А так, валикум ассалам. Что за разговоры, что за болтовня? Нерт эрстхос, каск тюрду. Нерт эрстхосон, я не знаю. Нарты я слышал. Нерт эрстхо, предание, легенда, всякое может быть. Всякое может быть, не больше. Ну, понимаете, это же началось, знаете, с чего когда начали. Послушайте, блин, ну вот реально, вот мне интересно, вам что интересно? История вам интересна?
или какие-то мои личные дела. Валлахи, ардак хир бог бог туй бог. Валлахи, биллахи, таллахи. Это моя собственная инициатива заниматься своей историей, разоблачать ложь, говорить людям правду. По истории я не занимаюсь политикой. История, география, адаты. Я хочу, чтобы наследие у нашего народа было наследие. Я фиксирую это, все пишу. Для чего? Для того, чтобы наши потомки могли хоть что-то показать, а не просто устное. Мне бабушка, дедушка сказал. Не верьте вы этим людям. Любойник, что совочи хаволин, что да, что мадолуш. Сабах машк хаустер душу. Сомял вех шу хуар душон. Молодец, Асун, я перед кем-то оправдываться я не должен. Я же к- каждый, кто бы что бы ни сказал, что бы кто ни делал, что им нужно, я не знаю. Реально, я говорю, у меня до сих пор нету, ни ноутбука у меня нету. Вы думаете, если бы я работал бы на Рамзана или на других кого-то, на Лорда, там, на остальных, нету ни компьютера, ничего нету, там, нормального телефона нету, нету никаких огромных гонораров, ничего нету. Каким образом? Вы как себе это представляете? Одно мне там помогает, Ибраим делает там через заграницу, другие братья там присылают книги, третьи присылают карты, Шах там помогает, там в разных группах встречаемся, обговариваем, кто-то книгу даст, кто-то что-то даст. Вот так мы все и делаем. Я выезжал в Биной к этим потомкам Бойскара Биноевского. Я выезжал в Шаройский район с другим своим братом. Выезжал в Галанчорский район, лазю везде, снимаю, спрашиваю, кто мне, что это. Вы думаете, это мне оплачивают или мне кто-то что-то делает? Валлахи цадок, биллахи цадок. Вот этот Борз Айл лично мне прислал камеру. До сих пор я этому камеру не могу присоединить. Go камера, или как вот эта маленькая, которая стоит. Он, спросите у Али. Собираемся. А то, что я читаю сайты, проверяю. Я читаю, да, я читаю все правительственные сайты, новости, что там пишет один, другой. Да плевать я хотел. Я читаю везде, интересуюсь. Мне важно это. Но, извините, я блогер, я должен все знать. Я должен все знать. Денег имеется в виду, дорога, если там башни, все я это пытаюсь узнать. Возьму я это у Раисы Садаевой, возьму я это у министра культуры Дааева, попрошу, у другого попрошу. Какая разница? Какая разница? Я пытаюсь максимально быть полезным для вас, максимально быть полезным для нашего народа. Мой аккаунт, мой аккаунт существует с 2013 года. Солдатик, через Инстаграм я делаю, но Инстаграм, когда делаешь, он выкидывает вообще. По России запрещенные ЛДР. Башлам, о чем говорят чиновники из Ингушетии, что против передачи земли, которая входит в национальный парк, который должны передать... Да, это интервью я слышал, я вам об этом рассказывал. Чиновник немножко, походу, попутал берега, если я правильно понял это. Речь идет о том, что в 2018 году были возвращены земли решением Конституционного суда. Эти земли они включили в свой заповедник Эрзи. Вот. А сейчас им говорят, это не ваши земли, возвращайте эти земли, на этих же землях будет сделано, земли вернулись тем, кому они принадлежали все время, кроме там 4 лет.
Остальные все там 200 лет кому принадлежат, тому же землю вернули и там хотят сделать. Они говорят, что мы там не вернем, ну это просто-напросто болтология. Это земли, которые были стихаря в 2009 году прихватизированы. Оставили чеченцы, не оставили чеченцы, проплатили, не проплатили. Это не ваше дело. Это земля чеченского народа. Это Новчечуя. Все. Это земля орстхойцев, которые являются частью чеченского народа. Дороги проложат, села проложат, бизнес делают. Хоть ракета оттуда пролетит, золото будут там добывать. Никому дела нету до этого. Это наша земля. То, что они взяли незаконно, просят вернуть и сделать из него. Ну, как говорится, собака лает, караван идет, земля возвращена по закону. Это уже хампаш куршлу. Абсолютно верно, Башлам. Хорошо, что ты кому-то мешаешь и что. У вас мешаю я очень многим. Я это знаю. Очень многим мешаю. Но дело в том, что я считаю, что это несправедливо. Начиная с 2001 года, пока шла Чечне, кровопролитная война, первая, вторая, писали книги, делали научные работы, защищались, все делали. И наша интеллигенция молчала, нам не до этого было. Но сейчас-то мы учимся, мы защищаемся, имеется в виду доктора, там, кандидаты и так далее. Пора возрождать. Как мы собираемся строить какое-либо там, не знаю, современное государство, республику, не знаю, что бы это ни было. И даже являясь частью Российской Федерации, мы должны язык, историю, культуру оживлять. Мы должны знать, кто нам был всегда друзьями и братьями, кто помогал нам в тяжелые времена. Мы это должны знать. Но и зерна от плевен надо тоже отделять. Есть те, которые с черной занавистью, с завистью и ненавистью относятся к нам. И этих людей мы должны знать и всегда держать на дистанции. А то я им нравлюсь, не нравлюсь, мне как-то по барабану. Я не собираюсь на них жениться, понимаете? Иш долба агач вас, дел, у меня нету до них дела. Я переживаю за свою историю, за свой народ. Понимаете? А то, что они нациком называют, я работаю. А какая разница, на кого я работаю, если на то пошло? На кого они работают? Если они меня подразумевают, что я с кем-то работаю, значит, у самих горит. Извините, если у них пердаки горят и пуканы разрываются, это их проблема. Это не моя проблема. Я их не трогаю до тех пор, пока они называют нас. Пока они не сочиняют о нашем народе. То, что я говорю, что когда-то у нас был Каспийский, выход на Каспийское море, это не ложь, если я предоставляю документы, карты, предоставляю информацию. Это не ложь. Вы можете посмотреть и опровергайте. Это Академия наук Российской Федерации. Опровергайте. Нет. Проще назвать меня нациком, обвинить во всех смертных грехах и там все, что угодно. И самое интересное, нет бы только с нами. Они видят по нашим эфирам, что мы хорошо относимся к лезгинам, что мы относимся хорошо к адыгам, относимся хорошо к некоторым грузинам. И начинают. Грузинам не трогают, а остальное начинают поливать. Добрались до адыгов, начали их оскорблять. Добрались там до других, начали. А вот что вам лезгины сделали, почему у вас такое хорошее отношение? Мне один пишет, Сюли. Я говорю, да ничего не сделали. У них хорошее отношение к нам. Наши алимы, даже включая того же первого имама Кавказа, шейх Мансур, учился там. Одни из первых, кто принял ислам, это лезгины. Первыми приняли ислам. Что плохого в этом? Хорошие отношения с кумыками, где у нас есть. Я говорю, хорошие отношения. Детей, андийцы там хорошие отношения, дидойцы хорошие отношения.
Да и к самим аварцам Цюли тоже хорошие отношения, если они не трогают нас. Даже самых их ярых нациков, они, если ведут касающиеся только их, мне дела нету. Но когда они там этот красный горшок, бля, пожунтай сидят там, я не знаю, свои, подрывая пердаки, пишут, что там до Аргуна это была их вотчина, Шевара Дени Атхила, если была, мы приглашали, чтобы набеги от них не было, чтобы царь жуликов целил. Дает. Когда восстановились, домой. Все. Дахаусин. Тот, кто начинал что-то делать, под землю. Цахила Алла царь. Пускай скажет, что этого не было. Пускай посмотрит исторические документы. Шейх Мансур. Да, Элда, я просто сейчас, если бы не задали, я бы за это не переживал. Не переживай, говорить, пускай говорят все, что хотят. Да, веселился. Цажиммалс, возможно, щелерса. Как они говорят, социнс болбяш, волхаре. Четкий лям полтора, даже 2 ляма. Ахчансане, дик аппаратура ин. Ризакиш. Шамялек, яц. Миллиона, 2, 3, как минимум, дик аппаратура яц. Полностью, ай, асхойтер дарон цан. Социаль цунс болбяшу и вас ахцан хуар дарон. А не бегал бы с телефоном, я не знаю, снимал бы где. Хока, салам, мою, снимайте больше. С одного телефона сижу вечно с подзарядкой, чтобы не отключился эфир. Чечен Войс, ассаламу алейкум, почему наши ученые не пишут диссертации, как воруют наши земли? Нахче, я не знаю уже. Я не буду ничего говорить за ученых там, и так далее и тому подобное. Они считают это несерьезным делом. То, что проводят блогеры, то, что проходит в социальных сетях, они считают, что это антинаучно и ненаучно. Они не понимают, что сегодня вся молодежь и более дозрелых, даже моя мать, которая 60-70 лет сидит в интернете, они не понимают, что сегодня все ушло в социальные сети. Они думают, где-то в книгах одну там статью напечатали, это они думают, что вот собрались научный кружок из 12 человек, они считают, что это вот круто. Ты слышал, что о тебе говорят другие блогеры? Нет, не слышал. Даже, честно сказать, не знаю, что они говорят. Это их личные проблемы. Если плохое говорят, это их личные проблемы. Если хорошие говорят, Аллаху алям. Плохое говорят, грехи заберут. Хорошее говорят, я постараюсь все, что от меня зависит, сделать, если я могу чем-то помочь. Со мной взаимодействуют некоторые блогеры, перекидывают мои публикации, зовут в эфиры. Я рад. Я помогу, чем могу. Я ни про кого не собираюсь говорить плохое. Я скажу так, каждое действие имеет противодействие. Законы термодинамики, кажется, называется, не знаю, могу ошибаться. Если не будет ничего говорить про меня или про нашу историю, я никого не собираюсь трогать. Если будут говорить, и люди спрашивают у меня, хоть ты ответь, хоть ты что-то сделай, я буду отвечать. Вот. Про меня то, что там некоторые армяне там что-то пытались говорить, ну, извини, я был студентом, я не оправдываюсь еще раз. Я был молодым, я был студентом. Я сразу еще 4 года тому назад, когда начал свои первые эфиры, сказал, уважаемые подписчики, и сейчас повторяюсь, уважаемые мои подписчики, если вы собираетесь обсуждать мою жизнь, что я там до эфиров делал, там, чем я занимался, тогда не слушайте, не подписывайтесь на меня. Если вам история интересна, наша история, география, даты, что-то важное,
добро пожаловать. Я вам брат, все, что могу, я сделаю ради Аллаха, ради своего народа. То, что я когда-то там, где-то там был с российским флагом, с чеченским флагом, спрыгнул я с парашюта, был я пьяный, был я с сигаретой в руках, я не знаю, что-то другое, это моя личная жизнь. Эти грехи, мне с этими грехами ответить нужно перед Всевышним Аллахом. Я не говорю, не оправдываю, что это хорошо, но это моя жизнь. Я допустил очень много больших ошибок. Очень много. И я отвечу за них перед Всевышним Аллахом. Я этим не горжусь, не хвастаюсь. Но если кто-то пытается упрекнуть меня в этом, что оно не совпадает, извините, сразу в омовение с папахой на голове, с этим шельтадуэльн уахейн, так нет, такого нет. Я не могу такого сделать. Не могу, я вам объясню. Я родился в СССР, я учился, жил в России в основном. Башлам, а бывало, что ты хотел бы помочь бедным семьям своим донатом? Солдатик, Уаллахи, биллахи, таллахи, у меня не было таких донатов. А то, что я получил, я никому не говорю, я помогал. Когда еще с Европы многие братья там еще более или менее мне помогали, Йоккумяцер, там месяц, если я 5000 заработал, я всегда делился, чем мог. Но у меня не было никогда, у меня не было, никогда в жизни у меня не было там 10 тысяч долларов, 5000 долларов. Такого у меня никогда, 1000 долларов у меня даже не было. Чем я могу помочь? А так, если ты говоришь то, что делать бисмиллях ради Аллаха, я об этом никому говорить не собираюсь. То, что я сделал, прекрасно знают. Я поделился, я помогал. Сега цапхабатым итбатым хальч цунах ши дадуах нас сегдалуштик динас. Ну, я не был никогда богатым. Имеется в виду, как сказать бы это красиво. Не было у меня таких донатов, честно. Вот. Было бы, клянусь Всевышним именем Аллаха, Аллахи бы помог. Не показывая, я бы помог. Дели даш, дели уану, солдатик. Мне без разницы, а свекбах. Сацахала таронч иштехкой. Аллахи цахала. Не было у меня таких возможностей. Я тебе скажу, мне переводили несколько раз, а у меня есть один подписчик, давай скажем так, есть один подписчик с Америки, имя называть я его не буду, был он точнее, он другой национальности, он мне перевел по 1000 рублей, кажется, то ли 3, то ли 4000, или 5000 приблизительно рублей, по 1000 рублей он скидывал мне. И сказал пойти и отдать эти деньги, там, продавал то ли пакеты, то ли ручки он продавал, цаокстаг. Я их отдавал. Сэгделак динахасы. Вот. Такие вещи я делал. Кто-то мне перевел деньги и попросил, что каким-то кошкам помогает, есть организации, попросили, чтобы я туда перевел. Эти деньги я и туда переводил, там помощь кошкам и животным, кажется. Сега хельч, сегла, слушай, да, бесплатно рекламу делал, когда мог, то есть по мере возможности. Рекламу у меня тоже немного. То есть я помогаю как могу. Я же еще раз говорю, мое направление история, и у меня не так много подписчиков, как у я не Тамаев, не таких крутых блогерских фишек у меня нету, чтобы вы понимали. У меня очень маленький контингент, и цейгдалуштик. Башлам, читай ба. Что читать? Ассалам алейкум. Те, кто не признает аулия, мазхабы, националист Башлам, почему вы боитесь науки, истории и правды? Аргун основал Эбан, возраст генетический Галгаевского гаплотип. Возраст Галгаевского башням 230. Только в горах Акинца, Орства, Чебрала, наших, они чеченцы.
SD Макалхой, да ты... Давай, давай. Нагнись, какой 250 тысяч лет, господи, давай, уф, да, надо давать должное, Бажлам уже несколько лет, исторические источники, это реально трудно, я соглашен, Дзурзуки, истерия из Масара. Просто наши помогают другим нациям, чем своим хотелось бы. Блогеры обратили внимание на своих людей. Валлах, солдатик, я с тобой полностью согласен, но у меня таких... Мой дядя Исраил Сампиев также разоблачал Акинскую ложь, что они были в Дарьяле, их наш Эгиму. Акинскую ложь никто не разоблачил. Я читал эту сампиевскую ложь, если ты говоришь. Акинцы, фяппинцы, вяппи проживали вплоть до Дарьяла, поэтому я знаю, что это прикол, но я тебе еще раз говорю, вяппи проживали. Я даже зачитывать не буду, это уже смешно. Это уже смешно. Ладно. Это уже, я сперва, первую я еще воспринял более или менее серьезно, а дальше это уже смешно. Ибраим Скаирова, видишь, зачитывай. А я думал, реально что-то, ну ладно. Это смешно, реально. Ну вот видите, уже 2 часа 16 минут. Машлам врет и боится отвечать на уже наш канал. Доуза разоблачал Машлам. Меня разоблачал? Если хватает мужества у любого канала, назначьте день, на телеграм-канале можно эфир проводить. Сейчас больше дала, сейчас нахела, сейчас те больше ела, калма ашу ела. Я лично любому, кто говорит, что меня разоблачал, зову. Приходите на телеграм-канал, мы там сделаем прямой эфир и разоблачите меня. Сейчас больше нахила. Калма больше жир, любой что сам ела. Хаюл, сейчас больше ла хаюл. Асбакшик, давайте тогда посмотрим, хоть кто-нибудь меня разоблачал, любой. Но нужно показывать свой фейс, свое лицо, не прятаться как бабы. И после эфира мне не звонить и не говорить, ради Аллаха удали эфир, ради Аллаха сон проблем что есть. Сейчас борщ даласа эфире улицу разоблачить ваш саму. Придите и разоблачите меня. Любому человеку я говорю. Любому. Доузер или эрзи, мерзи. Любой. Хири, гюржи, сюли. Любой. Но мы это сделаем четко, грамотно. Вы зайдете, и мы там же, вживую, без ваших условий будем выставлять. Лаамро меня разоблачал. Это который рисовал у меня сыр на голове, да? Это разоблачение было. СДП, ФСД, МСД, ФСД. Это то, что заходил. Ой, ой, дурак, пяхчанеды. Ладно. И так пойдет, да. Оставим на дураков. Свет клином не сошелся. И так достаточно. Но я рад иногда, когда вот заскакивают. Разоблачал Бах. Меня, по крайней мере, никто не разоблачал. Я здесь есть. Пишите. Пишите. Заходите, приходите. Без мата, без женских гениталий, без материнских гениталий. Просто по существу, по истории, по датам. Просто, даже не обязательно по истории. Просто по-человечески можно зайти поговорить. Зайдите, опровергните, скажите, в чем я не прав. В чем я прав или не прав. Единственный, кто пришел, был ваш прокурор, как там его звали? Прокурор адвоката или как это его звали, я не помню. Он зашел, начал там, мне сказали, мне то сказали. Что он сделал? Ничего не сделал. Ничего не сделал. Пытались провоцировать, но то, что я говорю в эфирах, я никогда никакие общества не оскорблял.
конкретно людей, которые врут. Но вы начинаете плакать. Они у нас не авторитеты, вы сами остановите их и так далее и тому подобное. Поэтому я не видел. А мне заходили, спрашивали ваши самые ярые, даже нормальные кто, норнийцев, представители или просто заходили и говорили, как ты относишься к каналу «Чеченский след», «Чечен Войс» и так далее и тому подобное. Я говорил, а как вы относитесь к каналу «Галга», «Лоама Ро» и так далее и тому подобное? Там ничего вообще, никакой разницы нету. Эти каналы, когда появились каналы против них. И все. Чечен Войс тоже разоблачает. Я, насколько я знаю, по крайней мере, занимался там. Бао там были каналы. Но мне присылали ролики. Еще раз. YouTube канал у меня появился благодаря брату Ибраиму. Да, и брат Ибраим тоже оказался, что он работает там, чуть ли не какие-то спецслужбы хотели его там что-то там сказать. Бедный парень, который живет уже 100 лет в Европе, прикопались к нему. Ибраим меня прекрасно знает. Ибраим знает, где я живу. Вот. Он мне не родной брат. И тайпан цуантру, со тайпан эхшбату. Мы не живем по соседству, мы, валикум салам, живем в разных географических даже местах. Но он просто сказал, я живу здесь, я хочу тебе помочь тем, чем могу. Вот и все. Амад Бархо получал слово. Любой, кто приходил с Ингушетии, получал у меня слово. У меня были Сюли, у меня были Хири, у меня были Гунки. Я всех приглашал. Кабардинцы были у меня в эфире. Я всегда всех приглашаю. Говорю, давайте поговорим. Но все должно быть в рамках этического как бы поведения. Вот. Еще раз говорю. Войсы и все остальные ребята, которых не знаю, я и лица не знаю, не знаком с ними, они появились только после того, как появились Луамаро, Галга и так далее и тому подобные каналы. Это все знают. До этого не было никаких каналов, которые против них делали. И все. Я еще раз, когда приходят, начинают обсуждать, я сразу говорю, я не политический блог веду, исторический. Вот. Поэтому надо это понимать. Надо каждый по отдельности проверять и смотреть. Если кто-то лично хочет породниться со мной, это одно дело. А так сидеть там, что я там на этого работаю, те там работаю, здесь работаю. Где я работаю, это личное дело. Я не в спецслужбах, я не стукачил, никого не сдавал, никому ничего не делал. Я противодействую, которые оскорбляют мой народ и посягают на целостность моего народа, моей родины, моей культуры, географии, не знаю, фольклора. Ни больше, ни меньше. Надеюсь, этот вопрос уже закрыт. Тема сегодня была не обо мне, а об истории все-таки. Доузер, Лаам и так далее. Мои слова можно посмотреть в эфире. Любой может зайти, сказать, я хочу провести с тобой прямой эфир. Поговорить с тобой насчет истории. Чеченской и так далее. И мы встретимся, поговорим. Что касается моего финансирования, если кто-то узнает, если кто-то хочет узнать там финансирование, богатство и так далее и тому подобное, опять же, Ибраим знает, сколько мне присылают деньги и сколько не присылают. Можете посмотреть. За вечер 1-2 доната, 100-200 рублей. Самое большее, которое отправляет, это брат Умар. Он когда появляется, он там отправляет или 500, или 1000 рублей. Все. Других мощных, четких донатов редко там
с Германии один брат бывает, он иногда заходит. Что ты знаешь про заповедник? Создается в Чеченской Республике заповедник Даймуак на территории Галанчожского района, Ачхой-Мартановского, нынешнего Галанчожского, Серноводского. Сегодня это уже Серноводский, Галанчожский и Ачхой-Мартановский. Восстанавливать. Все, что нужно об этом знать, знаю. Но это не последние новости оттуда. Будут еще лучше новости. По крайней мере, опубликую. Так что у нас будет свой заповедник Даймуак. Аргунский заповедник у нас был. Может, они сейчас хотят объединить его, сделать общий Даймуак. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Так, если у вас нету больше вопросов, я вас, как говорится, задерживать не стану. Вы тоже меня поймите, уже 2 часа, 2,5 часа я в эфире. Вот. Расулу алейкум ассалам. В эфире 2,5 часа. Канал в Телеграме есть. Башлам, ты прочитал про Мерими Матео Фальконе? Оцени мораль отца и сына. Не прочитал ваша Пич-Пич Тарбац. Не читал новеллу. Врать не буду. Расул, Сунхамса. Мы уже эфир 2,5 часа идет наш эфир. Сейчас, подождите, сейчас вам покажу книги, которые наш брат подарил. Вот такая, видите, книга о вечной о верном друге Саидбей Арсанов. Такую книгу подарили. Книга «Культурно-этническое взаимоотношение между Грузией и Чечено-Ингушетией». Вот такая книга. Подарил мне тоже наш подписчик, наш брат, для работы, чтобы мы могли работать. Книга, конечно, называется очень смешно, но знаете нашего великого Афтарханова, да? Вот Абдурахман Афтарханов, его книга «Право нации на самоопределение» называется. Вот такая книга тоже наш брат подарил. Абдуллаева «Кавказ глазами именитого немецкого художника» Теодора Горшильта называется. Вот такая книга. И книга Исы Асхабова «Чеченское оружие». Вот такая книга. Подарили мне. Это подарил наш подписчик, наш брат. Дал Духуахуэле, дал Сейдуэцун. Вежери Юрт Ошел Юртар Вежриш, который смотрит наши эфиры, слушают, исправляют, поправляют. Дал Сейдуа, дал Духтахтуэл. Раньше мне только Лема, еще пару человек прислали книги. Вот такие книги, истории касаемые, если у вас есть, если вы ими не пользуетесь или где-то найдете, обязательно присылайте. Мы здесь очень много важного по истории нашего народа. Да, мы его будем использовать. Расул, я постараюсь завтра сделать эфир, если у меня получится. С Тарвоукла Ирюэ, да, я хажарусу.
Вот, сделаем завтра тоже, постараюсь, очень постараюсь сделать эфир. Сделаем, подготовьте вопросы, у кого есть. Не забывайте подписываться на канал наш YouTube, приглашать все больше и больше новых подписчиков. Нажимайте на колокольчик, оставляйте обязательно комментарии под нашими эфирами. Распространяйте. Самое важное, если вы не можете помочь донатами, книгами, хотя бы распространяйте. Говорите, вот есть у нас канал. Многие инстаграмеры, которые были у нас подписчики, не знают, что здесь есть инстаграм. Мы проводим в YouTube канале эфиры. Сообщайте всем, вам не трудно. И мне приятно. Всем сообщите, что в Ютубе проходят наши эфиры и по истории, по разоблачению лжи о нашем народе, о наших тейпах и так далее и тому подобное. Я вас прошу, максимально распространите, собирайте побольше нам активных представителей нашего народа. Знать свою историю, культуру и даты, это очень важно. Без вас мы не сможем донести вот эту информацию до общих масс и делать полезное дело. Вы делаете реально полезное дело для нашего народа. Вы можете этого не понимать сегодня, думаете, что это вообще, как это поможет. Это поможет. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который высвечивается вот здесь. Башлам, нижний дефис 20. Вот, подписывайтесь. Инстаграм работает, Фейсбук работает, Твиттер работает, ВК, ВКонтакте работает, Ютуб работает. Везде выставляю посты, везде закидываю информацию. Не поленитесь, распространяйте, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. И я буду рад всегда проводить с вами наши эфиры. Максимально, конечно, если вы даже по WhatsApp скажете, чтобы подписались, те, кто проживает за границей, особо важно, чтобы они знали нашу историю. Мы говорим о нашей истории, культуре, традициях, о датах, по крайней мере, по мере возможности, отвечаем о более наиболее таких проблемных вопросах. Самое главное, санохчик оми, деша, деба, даха, санохоми, нохчикам. صدق اللي سغونا لحاجات عاش دوشتك علمو حبوشتك جينش حبوشتك أشون دخوي تردوشون شين يوشك دوتر دوش شين تسا يوشك دعتوسر دوش وي تانا حالدو الغير شي درج ليوخ شي داتسوي وي أومن تحينا تحينا مصل خليتا وي دايموخ مشعبو خايتا وای خوارد کیمش بیشت قاتشز خوارد کیمش تعلیلش خلی خایتا قیس بخوارد قاتشز وای لحت خلی خایتا تقمت خلی خلقي وای لعنش وای بعونش وای تطيع دخكندل زيلنش شادك خایت دیش دوی وای نخچی قام صوش داتس یا وای نخچی موقت سبیش داتس وای نخچی موقت عامبو وای نخچی قام محيغدو وای نخچی لعنش تيبنش تخمش واش قارش شادك دوش دوي وي نيت قوش بارمي وي دادلشتك ديش دوي سوندير الشجر يوشتك تايس دارج دي وين ألسن نخت أقول ديكنيك خردو شو مسيرة بيوز دي قليوغيل шо массер дал это бойл. Всех подписчиков, кто просмотрел данное видео, не забывайте оставлять комментарии и лайкать. И еще очень вас прошу, уважаемые друзья, не забывайте посещать наши эфиры, задавать вопросы. Что-то я хотел сказать, ну, как-то вылетел. Да, вспомнил. Если у вас есть вопросы, критика, все, пишите в Инстаграм, Фейсбук, Телеграм. Пишите. У нас есть Телеграм-чат, там живое общение. Каждый может зайти пообщаться. Пишите. Если у вас есть карты, книги, делайте фотографии, даже исторические какие-то находки, делайте фотографии, скидывайте. Мы будем об этом писать, мы будем спрашивать. Все, что важно. Я с вами всегда на связи, не оставил ни одного сообщения, не прочитав. Правда, отвечать не всегда получается. Вот. Всем удачи, Массер Бюстей Калиоил. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами был ваш брат Башлам. До новых встреч. Адекюэль Марш Айл. Если есть вопросы, пишите в Инстаграм, в Директ.
отвечу обязательно. Бюстегале.